Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования. Сегодня у нас проходит заседание Республиканского методического объединения классных руководителей. И разрешите представить вам спикера нашего мероприятия. Сегодня у нас присутствуют руководители Республиканского методического объединения. А также, первой у нас будет выступать Исаева Наталья Николаевна, заведующий Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. С сегодняшнего дня у нас новый председатель Республиканского методического объединения. Это Игнатьева Анастасия Николаевна, которая работает методистом в Институте развития образования. Здесь же присутствует Попова Ванда Цветановна, наш, как говорится, бывший председатель Республиканского методического объединения. Мы очень рады ее присутствию на нашем мероприятии. Хотелось бы поблагодарить Ванду Цветановну за ту огромную работу, которую вы проводили с 2017 года. И также сегодня у нас присутствует сопредседатель Республиканского методического объединения Костромина Ирина Викторовна. Уважаемые классные руководители, я знаю, что вы по совместительству все являетесь и педагогами образовательных организаций. Я хочу напомнить, что на сегодняшний день при Институте развития образования у нас функционирует 28 республиканских методических объединений. Хотелось бы озвучить. Это РМО руководителей школ, учреждений дополнительного профессионального образования, РМО руководителей дошкольных образовательных организаций, РМО заместителей директоров по учебной работе, методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе, РМО учителей русского языка и литературы, Коми языка и литературы, иностранного языка, физики и астрономии, начальных классов, истории и обществознания, учителей химии, математики, географии, РМО учителей информатики, учителей биологии, учителей технологии, РМО учителей предметной области искусства, преподавателей, организаторы ОБЖ, учителей физической культуры, РМО педагогических работников дошкольных общеобразовательных учреждений, реализующих программы этнокультурного образования, РМО педагогических работников школ и учреждений дополнительного образования, реализующих программы этнокультурного образования, РМО библиотекарей, РМО учителей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», РМО старших воспитателей дошкольных образовательных организаций, РМО классных руководителей, РМО педагогов, психологов и социальных педагогов, РМО логопедов и дефектологов, а также у нас работает РМО педагогов учреждений среднего профессионального образования. А сейчас мы переходим к реализации нашей повестки. И первой я даю слово Исаевой Наталье Николаевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на РМО. И сегодня первый вопрос, который мы хотели бы озвучить, фактически это то, о чем мы сегодня и будем говорить, это план научно-методического сопровождения педагогических работников, осуществляющих классное руководство. В целом хочется сказать, что государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, Коми Республиканский институт развития образования, с целью научно-методического, организационно-методического и информационного сопровождения педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Коллеги, презентации не будет, попрошу на слух воспринимать информацию. Фактически институт разработал и реализует план методического сопровождения классных руководителей на 2020-2021 годы, который включает в себя и организационно, и научно-методические
мероприятия, а также информационно-методическое сопровождение каждого педагога, осуществляющего классное руководство. И фактически наше сегодняшнее РМО и будет посвящено тем направлениям. Каждое наше выступление будет затрагивать то или иное направление. Так, например, вы все прекрасно знаете, что Коми Республиканский институт развития образования проводит курсы повышения квалификации. Также то новое, что было создано, институт создал методический портал для педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Это календарь образовательных событий, о чем расскажет Анастасия Николаевна чуть попозже. Это галерея лучших педагогических практик, педагогических работников, реализующих классное руководство республиканского уровня, представлена на портале «Открытое образование Республики Коми», где представлены лучшие работы победителей различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе и конкурса «Классный-классный». С целью научно-методического, организационно-методического и информационного сопровождения вы знаете, что в конце июня 2020 года вышли методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для, собственно, по руководству в общеобразовательных организациях, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство. В этой связи Коми Республиканский институт развития образования провел линейку обучающих вебинаров и семинаров для педагогических работников, осуществляющих классное руководство. И фактически это наша с вами первая онлайн-школа, тот формат работы, к которому мы еще не привыкли и который мы опробировали вместе с вами, за что вам огромная благодарность, потому что действительно сложностей много, но мы об этом с Анастасией Николаевной скажем чуть попозже в рамках презентации онлайн-школ для классных руководителей. Кроме того, также, пользуясь сегодня такой возможностью, я хочу поблагодарить вас за участие в этом огромном мониторинге, который мы запустили совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мониторинг огромный, мониторинг сложный, причем как сложный для нас, разработчиков, так и для вас, коллеги, для педагогического сообщества и для руководителей образовательных организаций. Коллеги, мы благодарны, что вы нашли возможность поучаствовать в этом мониторинге, правдиво ответить на те вопросы, проблемные вопросы, которые были поставлены в рамках мониторинга. И также мы надеемся, что данный мониторинг поможет нам выявить проблемные зоны, над которыми и Республиканское методическое объединение при поддержке, нет, неправильно, наверное, Институт развития образования при поддержке Республиканского методического объединения, при поддержке вас, коллеги, будет работать и в этом году, и мы надеемся, что эти проблемы, которые были выявлены, они будут решены. Далее, онлайн-школы, про которые я уже говорила. И таким образом можем сказать, что Республиканский институт развития образования формирует персональные образовательные контенты для всех педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях Республики Коми. Коллеги, в ближайшее время, надеемся, что до конца недели, в адрес всех управлений образований районов будут направлены информационные письма как раз-таки по системе научно-методического сопровождения, где будет включены в том числе дорожная карта по реализации, никак не хочет моя повязка держаться на месте, по реализации проектов в рамках внедрения системы и новой системы работы классных руководителей и новой программы воспитания. В этой связи очень кратенько, я постаралась на этом остановиться. Напоминаю, что информационные письма будут направлены в адрес всех муниципалитетов, всех образовательных организаций. А я позволю себе перейти ко второму вопросу. Это, собственно, об итогах республиканского заочного этапа конкурса «Классный-классный», о порядке проведения очного этапа республиканского конкурса «Классный-классный». В целом, коллеги, хочу сказать, что на заочный этап «Классный-классный» у нас поступило 24 работы. Хочу сказать, что это чуть меньше, чем обычно. Да, Ванна Цветановна? Ванна Цветановна у нас не первый год.
Дмитрий Валерьевич, можно нас обоих? Спасибо, обеих. Спасибо. Ванда Цветановна не первый год занимается этим конкурсом, входит в экспертное жюри, и поэтому, собственно, я сейчас попрошу Ванду Цветановну проанализировать несколько таких вот напутственных слов, а после этого перейдем уже к очному этапу и к идеологии проведения очного этапа. Ванда Цветановна, пожалуйста. Благодарю, Наталья Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги, классные руководители, наше профессиональное педагогическое сообщество. И я очень рада сегодня быть с вами на нашем республиканском методическом объединении. И хотелось бы сказать несколько слов именно как эксперт данного конкурса, именно заочного этапа. Подведены итоги. Это действительно очень большой труд был проделан и членами экспертной комиссии, и непосредственно самими педагогами, классными руководителями. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие. Это действительно было очень трудное такое мероприятие в плане экспертной оценки. Потому что на самом деле и странички ВКонтакте, и сайты, и программы, они действительно заслуживают внимания. И я хочу сказать не только большое спасибо, но и, конечно, выразить благодарность тем, кто сегодня переходит или является победителем очного этапа. Наталья Николаевна с приказом вас еще познакомит, фамилии и конкретно уже остановится на именах, фамилиях, именах, отчества. И хотелось бы, конечно, поблагодарить районы, те, которые активное участие приняли в этом конкурсе. По результатам подведенных итогов хотелось бы несколько сказать и проблемных моментах. В результате анализа, в общем-то, мы понимаем, что сегодня классным руководителям не всегда хватает знаний и не всегда ориентироваться могут на воспитательную компоненту именно как программу развития классного коллектива. И вот это очень такая серьезная задача, которая стоит перед нашим сообществом классных руководителей, для того, чтобы мы понимали, в чем отличительная особенность программы развития классного коллектива и программы неурочной занятости детей. Та же самая распространенная ошибка присутствовала и в конспектах занятий, которые мы наблюдали, анализировали на сайтах учителей. В конспектах занятий очень часто не прописаны те метапредметные личностные результаты, которые хотелось бы, чтобы они были в соответствии с тем содержанием и формой работы и отражали именно сущность воспитательной деятельности. Ориентация на метапредметные личностные результаты. Не всегда в конспектах этот момент прописан. Не всегда у конспектов есть титульный лист. Там экспертная группа обращает на это внимание, потому что оформление желает, конечно, быть более продуманным. Также очень часто учителя, особенно начальных классов, происходит некая подмена понятий. Классный час или же все-таки внеурочное занятие, которое является программным мероприятием именно той программы внеурочной деятельности, которая является дополнительной к учебной программе. Потому что рабочая программа учебной деятельности и программа внеурочной деятельности – это очень сильно взаимосвязанные документы. И понятное дело, что расширяется та область, да, знаниевая компонента. Что присутствует на классном часе – это всегда этическая беседа, это проблемный диалог, это этическая тема, которая предусматривает взаимодействие, живой разговор между учителем и ребенком. Я, конечно, очень подробно могла бы остановиться еще и более детально проговорить эти моменты, но, к сожалению, наше время, оно ограничено. Я должна предоставить на очереди у нас коллеги, и поэтому, если какие-то вопросы будут, пожалуйста, вы запишите их, мы постараемся ответить на эти вопросы. Еще раз всех благодарю. Спасибо за внимание. Спасибо, Ванда Цветановна. И еще хочу сказать, что Ванда Цветановна подготовила презентацию подробную, которая также, коллеги, будет доступна после проведения нашего РМО для скачивания, как и все остальные презентации. Поэтому я надеюсь, что к тем пожеланиям и тем рекомендациям, которые были высказаны Вандой Цветановной как экспертам, не первый год работающим в этом конкурсе, будут учтены нашими с вами коллегами для
при прохождении уже очного этапа. Коллеги, долго мы ждали этого события, и буквально вчера был подписан приказ о проведении очного тура республиканского конкурса педагогического мастерства «Классный». Я напомню, что на заочный конкурс было представлено 24 работы. 21 работа по номинации «Классный руководитель с опытом, стажем работы более 5 лет» и 3 работы у коллег в номинации «Стаж работы менее 5 лет». К сожалению, наши молодые коллеги в этом году как-то так слегка выпустили из внимания этот конкурс. Мы надеемся, что, коллеги, в следующем году такого не повторится, и РМО нам в этом посодействует. Итак, коллеги, очный тур республиканского конкурса педагогического мастерства состоится у нас с вами 22-23 октября 2020 года. Список участников очного тура утвержден. Сегодня в адрес управления образований победителей, тех муниципалитетов, из которых представлены победители конкурса, будут направлены, и в адрес руководителей образовательных организаций будут направлены информационные письма, где мы еще раз все конкретно пропишем, но сейчас я хотела бы остановиться на нескольких моментах. Коллеги, в очном этапе тура, очный этап тура состоится у нас с вами, это будет 25-я школа с углубленным изучением отдельных предметов города Сыктывкара. Обращаю ваше внимание на следующие моменты. В связи с эпидемиологической ситуацией на конкурсную площадку будет допускаться только конкурсант. У нас их с вами 9. Группа поддержки, если таковая желает приехать от муниципалитета, от образовательной организации, либо, может быть, какие-то родственники и так далее, смогут наблюдать за конкурсным испытанием из Института развития образования. Будет онлайн-трансляция, трансляция будет закрытая, то есть ни на каналах YouTube, ни на каких других каналах вы просмотреть этого не сможете. Но, коллеги, опять-таки же, эпидемиологическая ситуация сложная, поэтому большие группы поддержки просим с собой не брать. Как сказал оргкомитет, максимум 3 человека. Я надеюсь, что вы нас услышите, поймете и примете это решение. Итак, список участников очного тура представлен на слайде. Я позволю себе зачитать этих людей. В номинации «Классный руководитель, имеющий общий стаж работы до 5 лет на момент проведения конкурса» это Шрам Екатерина Олеговна, Зеленецкая средняя общеобразовательная школа, Ладыгина Дарья Андреевна, Выльгерская средняя общеобразовательная школа номер 2, Носова Анна Валерьевна, средняя общеобразовательная школа номер 2 города Сосногорска. В номинации «Классные руководители, имеющие общий стаж работы более 5 лет» на момент проведения конкурса это Андрюхина Анжела Петровна, средняя общеобразовательная школа номер 5 города Усинск, Кувшинова Ксения Сергеевна, школа номер 5 города Инты, Михеева Лилия Ивановна, школа номер 12 имени Олега Кошевого города Сыктывкар, Ральченко Татьяна Филипповна, лицей номер 1 города Инты, Антонова Татьяна Алексеевна, гимназия номер 1 города Сыктывкар, и Стецюк Наталья Владимировна, школа номер 9 города Ухты. Коллеги, вот эти 9 победителей заочного этапа конкурса, которые приглашаются для проведения очного этапа. В этой связи хочу остановиться, еще последний вопрос, на котором остановлюсь, это о конкурсных испытаниях очного тура конкурса. Согласно положению, очный тур конкурса включает у нас в себя обязательные для всех участников конкурсные испытания «Классный час» и дополнительное конкурсное испытание, мероприятие, и также конкурсное испытание, второе конкурсное испытание, мероприятие по антикоррупционному просвещению обучающихся.
Я напомню, что конкурсное испытание «Классный час» – это проведение участниками конкурса фрагмента классного часа, 30 минут фрагмент плюс 10 минут самоанализ и ответ на вопросы жюри. Я понимаю, напоминаю, что формат проведения будет дистанционно. Самоанализ фрагмента классного часа вы тоже будете проводить в режиме онлайн-конференции с членами жюри. Второе конкурсное испытание – это мероприятие по антикоррупционному просвещению обучающихся. Фактически предполагает защиту проекта мероприятия. Это классный час, акция, беседа, видеоролик, презентация, игра, форму которого участники выбирают самостоятельно. Регламент проведения испытания 15 минут, 10 минут представления опыта или проекта и 5 минут ответа на вопросы жюри конкурса. Кроме того, в рамках проведения очного этапа конкурса, коллеги, вы все высокие профессионалы, вы все люди, подтвердившие свое звание, в том числе экспертов, поэтому нам очень важно услышать ваше мнение. Поэтому третье мероприятие в рамках очного этапа конкурса «Классный-классный» – это будет участие конкурсантов в круглом столе «Современные аспекты формирования патриотического сознания детей и молодежи, состояние, проблемы и перспективы», где, коллеги, мы будем ждать вашего экспертного мнения по этому вопросу. Вы классные руководители. Вы та основа, на которой держится система воспитания. Поэтому нам важно знать ваше мнение. Программа конкурсных испытаний, конкурсных дней и испытаний будет вам направлена в ближайшее время. Надеемся, что завтра к вечеру она будет уже утверждена. Желаю удачи вслед за нашими ухтинскими коллегами. Желаю удачи всем конкурсантам в рамках проведения очного этапа конкурса. И мы готовы перейти к следующему вопросу. Для этого я передаю слово Ирине Викторовне Костроминой, вслед за словом и мышку. И Ирина Викторовна расскажет об особенностях разработки рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях в соответствии с примерной программой. Ирина Викторовна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада присутствию всех классных руководителей. Я думаю, что все мы рады, что мы начали этот год в очном режиме, что мы все увидели своих ребят, смогли поделиться положительными эмоциями. Ну и в связи с этим у нас произошли и новшества в проектировании школьной программы воспитания. Сейчас немножечко мы об этом и поговорим. Что-то у меня мышь не хочет ходить. Итак, хочется начать со слов Дмитрия Ивановича Менделеева. Образование в руках человека невоспитанного все равно, что меч в руках дикаря. Если мы посмотрим на выдержку из закона об образовании, то мы сможем увидеть, что образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретенных знаний, умений, навыков, ценностей, установок, опыта деятельности и компетенций. В связи с этим можно выделить ключевые проблемы воспитания, которые выявляются в современной школе в общем. Это девальвация ценностей воспитания в педагогическом сознании. Меняются у нас ценности на данный момент. Слабая мотивация к воспитанию у школьных педагогов. Отсутствие системного подхода воспитания. Часто это мероприятие от случая к случаю. Использование без учета произошедших в нашем обществе воспитательных изменений старых форм и содержания воспитания. Недостаточное взаимодействие, координация между всеми участниками воспитательного процесса. Доминирование количественных оценок над качественными показателями. Недостаточная предоставленность системе повышения квалификации, направленность именно на проблему воспитания поднимающая. И слабая подготовка будущих педагогов именно с точки зрения воспитательной работы в образовательной организации.
В связи с этим Институту стратегии развития образования была поставлена задача, как же можно решить эти трудности. В связи с этим государственной задачей была поставлена разработка научно-методических основ и развития воспитательной компетенции в гососновном образовании и механизмов его реализации. В соответствии с этим была разработана примерная программа воспитания обучающихся, на основе которой сегодня будет построена моя презентация. Она призвана помочь педагогам страны выявить и реализовывать воспитательный потенциал в школах. Если мы посмотрим, то апробация данной примерной программы воспитания началась в 2019 году. В апробацию вступило 82 субъекта Российской Федерации, это 730 образовательных организаций. Из них 351 городская образовательная организация и 379 сельских образовательных организаций. В 2020 году внедряется программа уже повсеместно. Если мы рассмотрим федеральный закон об образовании в пункте 3, где говорится об основных образовательных программах, то мы можем увидеть, что на данный момент у нас существует 3 основные общеобразовательные программы. Это образовательная программа начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Данные программы должны содержать 3 раздела – целевую, содержательную и организационную. В связи с этим смотрим на содержательный раздел. Содержательный раздел должен определять общее содержание общего образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных, предметных результатов, в том числе программа развития универсальных учебных действий, программа отдельных учебных предметов. Программа воспитания и социализация на уровне общего образования включает такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация, профессиональное ориентирование, формирование экологической культуры и здорового образа жизни, а также безопасного образа жизни и программа коррекционной работы. Если мы говорим о программе воспитания школьной, то здесь важно отметить, что программа воспитания не является самостоятельным документом. Она является частью содержательного раздела основной образовательной программы. В связи с этим нам разработчики дали 3 рекомендации. Ну, во-первых, это воздержаться от абстрактных и наукоемких понятий, так как мы создаем ту программу, на основе которой мы сможем работать. Постараться систематизировать всю имеющуюся в образовательной организации опыт, а в каждой образовательной организации он уникальный и неповторимый. И помнить, что ту программу, которую мы пишем, это не будет конечный вариант. Мы в работе будем видеть, что нам нужно скорректировать, дополнить и изменить. Программа воспитания будет состоять из 4 разделов. Это особенности организуемого в школе воспитательного процесса, цель и задачи воспитания, виды, формы, содержания деятельности, а также основные направления самоанализа воспитательной работы. Немножечко остановимся на каждом из этих разделов. Первый раздел, когда мы пишем, следует в нем указывать особенности обучающихся, которые учатся именно в той образовательной организации, в которой вы работаете, а мы все знаем, что контингент в каждой образовательной организации специфичен, индивидуален и неповторим. Это учитываются традиции воспитания в школе. Также каждая образовательная организация имеет свои уникальные традиции. Оригинальные воспитательные находки, которые есть в каждой образовательной организации, и значимых партнеров, которые сотрудничают непосредственно с данной образовательной организацией. На этом разделе больше останавливаться не будем, перейдем к следующему – цели и задачи воспитания. Как написано в примерной образовательной программе воспитания и как написано в методических рекомендациях, которые также разработаны, то сказано, что страна одна, поэтому цель воспитания во всех школах страны едина. Поэтому и целью воспитания в общественных организациях ставится личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей, то есть в усвоении ими социально значимых знаний. Это, конечно же, уровень начальных классов, 1 и 4 классы. Второе – это в развитии их познавательных отношений к этим общественным ценностям, то есть в развитии их социально значимых отношений. Это основная школа. И в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. То есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. Это, конечно же, уже средняя школа. Если мы посмотрим по уровням, то как раз на эти уровни образования мы и выходим. 1 и 4 класс у нас усвоение социально значимых знаний, 5 и 9 классы – это развитие социально значимых отношений, и 10 и 11 классы – это, конечно же, опыт социально значимых дел, участие в социально значимых делах. Если цель у нас одна и она не меняется, то задачи в программе будет 11. Задачи могут корректироваться. Задач 11 не просто так, потому что в этом же разделе
включено и 11 модулей. И если мы посмотрим на задачи модулей, то мы увидим, что они будут совпадать. Важно, количество задач должно быть столько, сколько и модулей. Модули делятся на две части. Инвариативные, которые идут обязательно, и вариантные, которые могут в школе меняться, добавляться, убираться. И если мы посмотрим, например, модуль «Работа с родителями», вернемся к задачам, то мы там тоже увидим, что одной из задач будет также являться работа с родителями. Если мы посмотрим организация предметно-эстетической среды, то одной из задач будет являться та же самая задача. Опять у меня мышь убежала. Не хочу возвращаться. Угу. Назад уже возвращать не буду. И рассмотрим немножечко инвариантный, то есть обязательный модуль. Первый модуль – это классное руководство, которое делится у нас на 4 части. Это работа с классным коллективом, индивидуальная работа с отдельными учащимися. Это не только дети, которые у нас поведением требуют каких-то корректировок, но и дети одаренные, дети, которые могут быть лидерами сейчас. В этом свете очень важное значение приобретает именно шефская работа, наставничество. У нас наставничество идет не только между педагогами и учащимися, но и между учащимися. Есть такая группа наставничества учащиеся. Это работа с учителями, которые работают непосредственно в данном классе, и работа с родителями, учащимися, законными представителями, как индивидуальная, так и коллективная. Следующий модуль в инвариативной части – это школьный урок. Он также является обязательным в воспитательной работе школьников. Ведь урок несет в себе большое воспитательное значение. Это и побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы, использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов, применение на уроке интерактивных форм обучения, организация шефства между учащимся, инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся. Немножко посмотрим, как это можно осуществить на уроке. Ну, например, дисциплина на уроке. В начальном звене часто используется такой прием, как смайлики. Мы видим, что смайлики разных цветов – это у нас по колоночкам. Синий, например, первый ряд, красный второй, зеленый третий. Важно, когда вы оговариваете продвижение смайликов, а вы их, естественно, продвигаете, если нет никаких нарушений, то правила оговариваются не больше 3, потому что детям будет сложно за таким количеством правил уследить. Например, вырабатываем правила такие, не более 3. Во время работы в классе должна быть тишина, не выкрикивать с места, не пользоваться сотовыми телефонами. Если правило не нарушается, смайлик двигается. Если нарушается, возвращается обратно. Следующий момент воспитательный в уроке – это именно содержание учебного предмета. Так, например, на уроке химии при изучении периодической таблицы Менделеева можно задать такой вопрос. Какой химический элемент назван в честь России? Пожалуйста, будет уже воспитательный момент. Если мы говорим о применении интерактивных форм, то можно использовать такую форму, как экспедиция. Когда класс делится на определенные группы, и для того, чтобы экспедиция была удачна, каждая экспедиционная группа должна выполнить свое задание. Задание будет выполнено только то, если каждый сможет выполнить его до конца. Ну и, конечно же, исследовательская деятельность школьников, направленная именно на воспитание, позволяет нам выбирать такие темы, которые будут интересны как педагогам, так и учащимся. Например, исследование эффективности методов энергосбережения в современной квартире. Почему бы и нет? Современное уличное искусство, эндовандализм или вид мышления. Проценты в нашей жизни. Уровень соответствия текстов песен современных литературному языку. Следующий инвариативный модуль – это курсы внеурочной деятельности, которые организуются в школах по всем 5 направлениям развития личности – духовно-нравственной, физкультурно-оздоровительной, социальной, культурной и общеинтеллектуальной. Данные курсы внеурочной деятельности, я думаю, что есть в каждой образовательной организации, они сейчас также входят в состав программы воспитания. И очень важный необходимый модуль – это работа с родителями, как групповая, так и индивидуальная. Если вы посмотрите на индивидуальную работу, то сейчас большую роль играет именно служба медиации или служба примирения сторон, которая организуется в образовательных организациях. Вы, наверное, многие формы знаете, я перечислять их не буду. Потом презентацию можно будет также увидеть на сайте. Ну и развитие самоуправления, оно у нас в каждой школе самобытно, индивидуально, это могут быть и команды, и группы, и семейки. У нас в гимназии, например, это совет учащихся парламент, который управляет ученическим самоуправлением. Профориентация, она также может быть как на уроке, так и на уровне школы. Это может быть и программа профориентационной работы, и программа тематических дел и часов. Если это на уроке, то это могут быть приглашения интересных людей, которые будут рассказывать о своих профессиях. Это могут быть профориентационные пробы.
Ну и мы перешли к вариативным модулям, которые в каждой школе могут варьироваться. Конечно же, это ключевые общеобразовательные общешкольные дела, которые у нас есть и на общешкольном уровне, и на внешкольном уровне, наверное, во многих образовательных организациях, во многих муниципалитетах проходят такие внешкольные мероприятия, как Кросс наций, Лыжня России. На школьном уровне это, конечно же, посвящение в первоклассники, линейка, посвященная 1 сентябрю, и многие другие. На уровне класса и на индивидуальном уровне работы с учащимися. Вариативные модули – это также работа в детских общественных объединениях. Наиболее значимо это сейчас у нас выходит на первое место российское движение школьников «Юнармия», другие организации. Также это школьное медиа. Это не обязательно, что должна быть у нас именно школьное радио и телевидение. Школьная группа в социальных сетях также является школьным медиа. Это может быть и школьная газета, которая выпускается как на уровне образовательной организации, так и на уровне классов, ну и виртуальные газеты. Это экскурсии, экспедиции, походы, которые очень любят наши учащиеся. К сожалению, сейчас мы вынуждены несколько задержать данный модуль, но я думаю, что в скором времени все наладится. И мне очень понравилась фраза, что иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Но это организация предметно-эстетической среды, как классного коллектива, так и школьных рекреаций, так и кабинетов, ну и непосредственно самого здания и пришкольного участка. И 4-й раздел – это основные направления самоанализа воспитательной работы. Здесь мы учитываем и оценку уровня воспитанности обучающихся. Это и оценка уровня развития классного коллектива, социально-педагогическая среда и особенности детско-родительских отношений. Во многих школах, я думаю, что такие технологии работают. Если мы посмотрим на то, как же все это организовать, то мы организуем это все, всю работу мы укладываем в план сетки воспитательных работ. Важно учитывать, что при планировании учитывается уровень образовательной организации и уровень педагога, на котором он работает. Либо это начальное общее образование, либо это основное общее образование, либо это среднее общее образование. Если вы посмотрите на курсы внеурочной деятельности, то здесь мы прописываем количество часов и ответственных. Если это ключевые общешкольные дела, то обязательно нужно прописывать ответственных и примерные сроки проведения. Вот у нас в гимназии, например, я хочу показать небольшой эпизод того плана сетки общешкольных мероприятий, которые мы проводим. Это непосредственно сами дела, это уровень детей, которые участвуют в этих делах, сроки, ну и кто у нас ответственный за данное мероприятие. Все материалы, которые использовала я сегодня, это и примерная программа воспитания, и методические рекомендации, и даже примеры модульного наполнения этих программ можно увидеть также и на сайте Института развития образования. Ссылочки есть, они активны, можно будет перейти потом, когда будете просматривать презентацию. Ну и хочется сказать, что примерная программа воспитания не нужно воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания школы. Программа стала более краткой, более ясной, более четкой и помогает описывать работу непосредственно с учащимися и их родителями. Программа не является инструментом воспитания ребенка, она является лишь документом. А педагог своими действиями, словами и отношениями как раз воспитывает наше будущее поколение. Ну и в заключение хочется сказать, что программа воспитания и вообще воспитательная работа, воспитание успешно только в том случае, если оно система. Даже все материалы, которые сегодня были представлены, о которых я рассказывала, можно увидеть и на нашем сайте РМО, это портал «Открытое образование Республики Коми». Вы выходите в раздел РМО классных руководителей, материалы, все материалы там тоже представлены. И после сегодняшнего методического объединения еще материалами будет пополнен наш сайт. Спасибо за внимание. Спасибо огромное вам, Ирина Викторовна. Очень приятно, что вы всегда так активно сотрудничаете с Коми Республиканским институтом развития образования, делитесь своим опытом и предлагаете действительно важный, содержательный материал вниманию наших классных руководителей. Спасибо вам огромное. Презентация непременно будет выложена, как уже сказала Ирина Викторовна. Присутствует на портале. Вот, если будут какие-то изменения или что-то еще предложит нам Ирина Викторовна, конечно же, мы обязательно поделимся с вами, уважаемые классные руководители. А сейчас слово предоставляется Исаевой Наталье Николаевне, заведующей Центром развития общего образования и социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. И вопрос будет освещен следующий, я думаю, очень кратко, да? Планирование воспитательной деятельности классными руководителями. Пожалуйста. Спасибо. Переходящее звено. Коллеги, очень многое будет перекликаться. Как это?
Сейчас, секундочку. Спасибо. Коллеги, все презентации, кроме того, что они будут выложены на сайте РМО, они будут также доступны здесь после проведения, после окончания вебинара. Все файлы будут доступны для скачивания. Многие моменты мы с Ириной Викторовной брали информацию с одного источника, со сайта Института стратегии развития образования, поэтому какие-то слайды будут перекликаться, я буду их пропускать. Итак, коллеги, то, на чем я хотела бы остановить наше внимание, что к воспитанию невозможно и не нужно принуждать. Это приводит к бюрократизации, к формализации, поэтому у нас с вами, к сожалению, система воспитания сводится к неким такому вот пониманию, что две крайности. Либо педагог развлекает наших детей, соответственно, он становится аниматором, либо он начинает читать лекции о том, что такое хорошо, что такое плохо, и становится неким таким морализатором. Поэтому, и еще третья крайность, когда мы просто без объяснения для чего, зачем и почему приводим детей на какие-то мероприятия, где необходимо появиться, и о тех мероприятиях, на которых нам с вами, коллеги, необходимо отчитаться. И это вот те три проблемы, которые, соответственно, у нас возникают. В этой связи были внесены, каким образом мы будем проектировать программу воспитания. Ирина Викторовна уже останавливалась, поэтому я позволю себе очень кратенько. Я напомню, что были внесены изменения в федеральный закон об образовании в Российской Федерации в статью 2 и 12, где было конкретизировано понятие воспитания, и то, что выделено красным, фактически это те изменения, которые нас с вами коснулись, те пояснения, что мы вводим в понятие воспитания. Также в статье 12 у нас с вами говорится, наверное, сейчас я отвечу на вопрос Ольги Сергеевны, что у нас с вами есть требования к организации воспитания. Мы говорим о том, что у нас осуществляется, эта деятельность осуществляется на основе появления новой рабочей программы воспитания, которая пишется одна на всю образовательную организацию. Цели и задачи у нас конкретизируются по уровню образования, но, коллеги, программа у нас в любом случае одна, единственная. К ней прилагается календарный план воспитательной работы. Как уже правильно говорила Ирина Викторовна, эта программа «Живой организм», она не едина, не окончательна. В нее возможно вносить изменения, особенно в календарный план воспитательной работы. И в этой связи этот документ должен появиться как отдельный документ. Программа воспитания как элемент основной образовательной программы по 3 уровням, вот у нас их было 3 с вами этих программ, их никто не отменяет, они ныне действующие, к ним добавляется новая рабочая программа воспитания. Фактически, что мы делаем? Расставляем целевые приоритеты для всех 3 уровней, как я уже говорила, и Ирина Викторовна тоже на них останавливалась, что на уровне начального, основного и общего образования у нас будут 3 разные цели. Фактически, например, только если на уровне начального общего знания благоприятных условий, то на уровне уже среднего общего мы говорим о том, что создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. И, соответственно, замерять мы с вами будем. Те документы, на которые в своем выступлении ссылалась Ирина Викторовна, которые размещены нашими коллегами на сайте Института стратегии развития образования, я на них останавливаться не буду. Напомню, что презентации все доступны. Особенности примерной программы, что она является конструктором, то есть вы набираете себе те задачи и те модули, которые вам необходимы в вашу рабочую программу воспитания. И уже, соответственно, действительно говорить о том, что одна школа, одна программа, не 3, как сейчас по уровню образования. И единственная цель воспитания, единая страна, единая цель, как уже говорила Ирина Викторовна. То есть, посмотрите, у нас есть такой, получается, некий домик, где в основе фундаментом являются цели и задачи и особенности школы, ну или образовательной организации. И, соответственно, вот теми этажами нашего домика будут формы работы, виды и формы работы и самоанализ
воспитательной работы в школе. Разделы уже останавливаться не буду, процесс воспитания, то, в принципе, все, ну, источник один, и радостно, что мы в едином стиле думаем, соответственно, виды, формы по модулям прошла Ирина Викторовна, объяснила многие из них, поэтому не буду останавливаться на них. Направление самоанализа воспитательной работы, коллеги, обратите внимание, что 4 принципа в основе лежит. Гуманизм, приоритет анализа сущностных сторон воспитания, развивающий характер данного анализа. То есть мы анализируем не для того, чтобы констатировать, вот у нас есть такие-то проблемы или кого-то наказать, а для того, чтобы в дальнейшем развиваться. И принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся в образовательной организации. То, на что обращают внимание разработчики данной программы, что, коллеги, обязательно программа, рабочая программа воспитания – это программа, разрабатываемая коллективом образовательной организации и реализуемая школьной командой. На это, пожалуйста, не устаем повторять, обратите на это внимание. Итак, как работает конструктор рабочих программ? Фактически, вот те 4 окошечка, которые мы пытались систематизировать. Во-первых, мы выбираем способ работы с примерной программой. Мы смотрим, а у нас так, то есть прописываем себе, как у нас, и редактируем на опоры содержание модулей примерной программы, исходя из специфики образовательной организации. Второй вопрос, который мы себе задаем, а что бы мы хотели? И, соответственно, опять-таки же заимствуем понравившиеся идеи из примерной программы, модули из примерной программы и так далее. Или говорим, а у нас иначе. И вот те модули, которые мы считаем, что в примерной программе, они те модули, которые, ну, скажем, не отражают специфики образовательной организации нашей с вами, и мы их оставляем, это нам позволяет, вариативная часть, как бы тут законодатель нас не останавливает. После этого мы конкретизируем цели воспитания по 3 уровням. Посмотрите, под каждую цель мы выбираем задачу. И напоминаю, что, как правильно говорила Ирина Викторовна, одна задача, один модуль. После этого мы подбираем в свою программу нужные модули и выстраиваем, вставляем в текст своей программы те способы работы, которыми мы пользуемся. На, опять-таки же, 4 уровнях. В нешкольном уровне, то есть как раз-таки те же самые внешние партнеры, на школьном уровне, на уровне класса. И обязательно обращаю ваше внимание, что мы должны с вами дойти до уровня, индивидуального уровня каждого обучающегося. Это особенность, в том числе и этой программы, рабочей программы воспитания. Те 3 правила золотых, с которыми закончила Ирина Викторовна, и, собственно, коллеги, кратость – сестра таланта. Вот основной залог успеха написания данной программы. Не растекайтесь мыслью по древу, ни к чему хорошему это не приведет. Ну и примерный алгоритм, то, что, в принципе, уже хорошо реализует на своей базе гимназия номер 1 города Сыктывкара. Создали команду, проанализировали основные понятия, потому что, коллеги, понятийный аппарат у нас с вами разнообразный. Мы с вами говорим, к сожалению, в ряде случаев на разных языках, в том числе и программы, что такое программа воспитания, что такое цели и так далее. Поэтому давайте хорошо проработаем основные понятия, продумаем структуру программы, приступаем к работе, а потом уже к реализации для совместного удовлетворения как разработчиков программы, так и детей, то есть тех субъектов, на кого направлена данная программа. Ну и 2 слова буквально про разработку плана воспитательной работы образовательной организации, которая будет, собственно говоря, приложением к рабочей программе. Мы говорим здесь про то, что на каждый модуль есть определенный событийный ряд, где этот план, он будет, опять-таки же, единым для образовательной организации, где каждый класс, каждый ребенок, каждый родитель, а мы не забываем, что у нас есть ведь еще и модуль взаимодействия с родителями, и родители у нас включены в воспитательную работу. Каждый родитель, ребенок, педагог, классный руководитель должен увидеть свое место в данном плане воспитательной работы. Ну вот так вот, если очень, ну не очень, но кратенько осветить то, как мы проектируем, планируем рабочую программу воспитания. Напоминаю, одна программа для образовательной организации,
3 цели в зависимости от уровня образования и количество модулей в зависимости от ваших особенностей образовательной организации. Они не должны быть избыточны, но и не минимизируйте их, потому что действительно дети разные, классы разные, направления работы должны быть разные. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, а вопросов практика показывает огромное количество, то и Анастасия Николаевна, и я, и рады всегда ответить на ваши вопросы. Если мы не сможем, то мы будем обращаться к нашим коллегам из РМО и просить экспертного сообщества помочь нам в решении наших проблем и вопросов, наших совместных проблем. Мы будем рады вам помочь. Коллеги, на этом я предлагаю, Анастасия Николаевна, перейти, наверное, к реализации 5-го вопроса. Это, собственно, презентация онлайн-школ для классных руководителей. Мне моя презентация нужна. Ой, мы пропали. Онлайн. Алла Николаевна, некорректно, стоп, мы не путаем план воспитательной работы и классного руководителя. Правильно, Ирина Викторовна? В данном случае, я так понимаю, что у вас просят план работы классного руководителя. Развитие классного коллектива. Да, программа развития классного коллектива, но ни в коем случае не программу воспитания как таковую, не план, а программу. Коллеги, откровения. Ирина Викторовна. Программа развития классного коллектива. Программа развития классного коллектива, да. Ну, то есть, опять-таки же, подмена понятий, то, о чем мы говорили. Ну, если будут возникать вопросы, говорю, мы готовы обсуждать. Коллеги, кроме того, если у вас возникают вопросы, то мы рады пригласить вас на обучение. Наш новый проект – это онлайн-школа для классных руководителей. Начиная с лета мы с вами живем этим событием. Фактически у нас уже с Анастасией Николаевной их 3. Начинали их мы с вами, вспоминайте, в конце июня. Вы все получили информационное письмо, где было написано, что вот к участию в... Тогда мы еще называли линейка научно-методических сессий в формате вебинаров с участием республиканских экспертов июнь-август 2020 года. Вы зарегистрировались. Очень радостно было, что в первую онлайн-школу к нам присоединилось 392 классных руководителей, несмотря на то, что это были летние периоды. Скажу сразу, что не все коллеги дошли, к сожалению, до финишной прямой, до защиты, до выполнения теста. Но, коллеги, хочу сказать следующее, что сейчас поступает очень много вопросов, каким же образом можно получить сертификат участника. Коллеги, условие было всего лишь, по факту одно. Прослушать все 8. Сертификат выглядит вот так вот, где добавляется фамилия, имя, отчество каждого из вас, коллеги. Прослушать все 9, скажем так, лекций, выполнить 1 тест. И фактически при условии, что вы набрали хотя бы 4 балла из 7, вам автоматически формировался сертификат. Этот процесс начался у нас после 30 сентября, когда официально была закрыта школа. Многие коллеги до сих пор пишут, что не получили сертификат, и я вижу, что из тех коллег, там 100 с лишним, 170 с лишним человек, на сегодняшний момент сертификат выдан только 32 коллегам. Коллеги, для этого вам нужно зайти в модуль, который вы проходили, спуститься до теста, и рядышком с тестом у вас появилась вкладочка «Сертификат». Нажимаете на эту вкладочку, и вам появляется вот это чудо уже с вашими данными. Кроме того, коллеги, сейчас Анастасия Николаевна вам расскажет о том, что мы придумали еще одну систему
не поощрение, наверное, да, премирование, скажем так, наверное, для участников онлайн-школ. Коллеги, вы можете получить сертификат о повышении, удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. Передаю слово Анастасии Николаевне. Анастасия Николаевна. Добрый день, уважаемые классные руководители. Что касается онлайн-школы и что касается вот той возможности получения удостоверения, повышения квалификации классного руководителя, мы предлагаем систему, да, зачета сертификата обучения в онлайн-школе. Это может быть сертификат обучения в летней онлайн-школе, это может быть сертификат обучения в осенней онлайн-школе, это может быть сертификат обучения в зимней онлайн-школе для классных руководителей. И то есть по часам, получается, мы прибавляем курсам повышения квалификации, которые проходят на базе Коми Республиканского института развития и образования. Ближе к срокам, да, проведения будет понятно, дистанционно или все-таки очно они будут проводиться. Вот. И уже с наличием сертификата и с перезачетом, да, получается, по итогам обучения в онлайн-школе, плюс курсы, модули на курсах повышения квалификации, и уже на руках классных руководителей, участвующих и в онлайн-школе, и проходящих курсы повышения квалификации, так скажем, в сокращенный период, потому что модуль уже будет зачтен по итогам обучения в онлайн-школе, получает удостоверение о повышении квалификации классного руководителя. Эту систему я стараюсь объяснить, стараюсь продемонстрировать. И сейчас я обращу вас к нашему сайту. Можно, да, Дмитрий Валерьевич? Вот, если вы зайдете на сайт Коми Республиканского института развития образования, и зайдете в видеозал, главную страничку можно? Ага, вот видеозал, да, есть у нас такая вкладка. Там внизу, да, чуть ниже, вот у нас есть онлайн-школа для классных руководителей. Ага, чуть ниже. Вот тут имеется вся информация о 3 школах, которые у нас уже одна состоялась, другие у нас в процессе находятся реализации, да. И здесь есть контактная информация, да, вы можете связаться. И есть также живые ссылки для того, чтобы зарегистрироваться, потому что не у всех, к сожалению, на местах не поступают звонки из городов, да, и районов Республики Коми о том, что не получается всегда пройти по напечатанной в письме вкладке, да, и хочется, вот, чтобы живая была, чтобы на нее зайти и сразу оказаться, так сказать, на форме регистрации для обучения в онлайн-школе. Вот вы можете через наш сайт, через видеозал зайти и в любую онлайн-школу, да, и зарегистрироваться по этой ссылке. Вам будет выслан ключ, по которому вы уже зайдете на портал образовательный и будете проходить обучение. Каким образом оно организовано, наше обучение в онлайн-школах? Вот смотрите, уважаемые классные руководители, для вашего удобства мы все-таки снимаем в большей степени вебинары, чтобы вас не привязывать ко времени, потому что время, как известно, у педагогов в дефиците. И чтобы у вас была возможность обучаться и с интересом наблюдать, а не в торопях, да, между дел, вот именно ту информацию, тот материал, который мы предлагаем в наших методических вебинарах в свободное время, например, на выходных, например, в своем кабинете или в комнате, где вам удобно просматривать этот вебинар и знакомиться с материалом в то время, когда вам это будет удобно. То есть вот открыта онлайн-школа с 15 сентября, первые шаги классного руководителя. Вы можете и в ноябре подключиться к этой школе, да, просмотреть всю линейку вебинаров, которые предложены, да, и таким образом пройти итоговое тестирование после просмотра всех вебинаров и изучения материала, который предлагается наряду с вебинарами. Далее вы уже, так сказать, пройдя итоговое тестирование и проходным баллом, да, с проходным баллом, который необходим для того, чтобы получить
тот самый сертификат. И участники, которые сдают итоговое тестирование, получают сертификат об обучении в онлайн-школе, которым они могут воспользоваться на курсах повышения квалификации для того, чтобы зачесть один модуль именно этим сертификатом. Вот такую систему мы предлагаем вам для реализации и получения сертификата о повышении квалификации. Что ж, а сейчас я хотела бы вас познакомить еще с одним инструментом, да? Да, инструментом воспитательной работы в классном коллективе, о котором сейчас вам тоже расскажу. И речь пойдет о календаре образовательных событий, о нашем новом методическом портале, который мы запустили в этом учебном году специально для вас и для других педагогических работников, для которых материал этого портала будет полезен. Итак, министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, на котором обсуждались поправки ко второму чтению президентского законопроекта о воспитании в системе образования. Так, сейчас попадем. Да. Ответил на главный вопрос. Не приведет ли законопроект к увеличению отчетности при создании календарного плана, сопровождающего рабочую программу воспитания? Министр заверил, речь идет прежде всего о календаре событий, чествовании праздников, таких как День Победы. Речь об увеличении отчетности не идет. Речь идет о возвращении воспитательного процесса в школу. Отдельно Сергей Кравцов обратил внимание на уже существующий календарь. У нас есть федеральный календарь образовательных событий, отмечаются великие праздники, они могут дополняться региональными особенностями. Речь идет об этом, пояснил министр просвещения. В вводимой статье 121 «Общие требования к организации воспитания Федерального закона об образовании Российской Федерации» раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ. Министр предложил после принятия закона провести широкую разъяснительную работу об особенностях применения положений документа, а также уточнил, что для реализации этого закона будет запущен федеральный проект по патриотическому воспитанию. Вот к этому мы и подходим, да, вероятно, разрабатывая рабочую программу воспитания в том числе. В целях приобщения обучающихся культурным ценностям своего народа, к базовым ценностям, национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности, Минпросвещения России рекомендует в 2020-2021 году учебном включить в программу воспитания и социализации образовательные события, приуроченные государственным, национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям. В связи с чем, да, мы предлагаем к использованию именно вот этот методический портал. В календарь образовательных событий ежегодно включены основные праздники, которые являются традиционными, такие как День знаний, День народного единства, День Конституции Российской Федерации и другие. Также в календаре представлены памятные даты, значимые для нашей страны. День солидарности в борьбе с терроризмом, День окончания Второй мировой войны, День памяти политических репрессий, День космонавтики, День победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ежегодно календарь пополняется важными всемирными международными днями, такими как Международный день распространения грамотности, Всемирный день защиты животных, Международный день школьных библиотек, Международный день защиты детей, Всемирный день гражданской обороны, Международный день родного языка, Международный день инвалидов. Содержит календарь и тематические события, представленные в форме недели безопасности, всероссийского урока экологии и энергосбережения, всероссийской недели музыки для детей и юношества, всероссийской недели детской и юношеской книги, всероссийского урока безопасности школьников в сети интернет. Такие многие образовательные события календаря имеют отношение к профессиональным праздникам: День работника дошкольного образования, День профессионально-технического образования, День защитника Отечества, День гражданской обороны, День пожарной охраны. Ежегодно в календаре образовательных событий появляются юбилейные даты со дня рождения великих людей нашей страны. 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. 290-летие со дня рождения Суворова, 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 100-летие со дня рождения академика Сахарова и другие важные даты.
9 декабря – День Героев Отечества. И сюда тоже присовокупляют юбилейные даты со дня Великих Побед русских войск. Таким образом, сформирован календарь образовательных событий на 2020-2021 учебный год. Мы считаем, что календарь образовательных событий является важным инструментом организации воспитательной работы обучающихся и предлагаем выстроить системную работу, используя образовательные события, закрепленные в календаре образовательных событий, дополняя их региональными, местными, школьными событиями каждой конкретной образовательной организации. В частности, календарь образовательных событий, который представляем мы на портале, на сайте Коми Республиканского института развития образования, да, мы будем пополнять разработками вашими, я все-таки очень на это надеюсь, лучшими практиками наших классных руководителей Республики Коми, которые пройдут конкурсное испытание весной 2021 года, и лучшие практики будут также представлены на нашем портале методическом календаре образовательных событий. Так, ну, наверное, немножечко тоже, да, мы свяжем эти все события все-таки с программой воспитания, потому что все, на самом деле, в системе все взаимосвязано, и вот об этом мы хотели вам подробно рассказать. То есть в работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия – быть классным руководителем. Одни учителя считают эту работу дополнительной нагрузкой к своей преподавательской деятельности, другие называют ее самой главной. Как бы ни была трудна работа классного руководителя, несомненно, она нужна детям, поскольку основным структурным звеном в школе является класс. Именно здесь организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения между учащимися. В классах реализуется забота о социальном благополучии детей, решаются проблемы их досуга, осуществляется первичное сплочение коллективов, формируется соответствующая эмоциональная атмосфера. Классный руководитель является формальным и фактическим лидером группы, носителем культуры, организатором и участником коллективной творческой деятельности детей, помощником, вдохновителем, наставником, опекуном и другом своих обучающихся. Таким образом, воспитательная работа организуется во многом благодаря включенности классных руководителей в образовательную деятельность, связанную с воспитанием подрастающего поколения. По направлениям воспитательной деятельности мы уже сегодня, да, говорили, и Ирина Викторова, и Наталья Николаевна нам об этом говорили. Вот еще раз напоминаю о тех модулях, которые представлены в примерной программе воспитания, да, и которые будут реализовываться у нас, которым были поставлены задачи, да, в докладе Ирины Викторовны, и о возможностях наполнения этих модулей, да, нам сказала Наталья Николаевна. В частности, в наших вебинарах онлайн-школы для классных руководителей также есть материал, посвященный наполнению этих модулей. Просим вас присоединиться к нам, да, к этому обучению и просмотреть вебинар, ознакомиться с этим самым материалом. Я думаю, он вам будет полезен. Что ж, далее. Алгоритм действий по осуществлению воспитательной работы в школе. Вот по тем инвариантным модулям, которые представлены были, да, в примерной программе воспитания, вот мы представляем такой простейший, да, элементарный алгоритм действий, да, который, собственно, по этим самым модулям, по направлениям воспитательной деятельности пошагово представлен на слайде. Вроде бы все очень просто и доступно, и мы все это делаем, и все об этом знаем. Но вот эта программа, рабочая программа воспитания, она призвана все-таки поднять на более высокий качественный уровень воспитательную работу в школах, чтобы она не оставалась у нас только на бумаге, а действительно реализовалась в виде событий, совместных событий, ярких, интересных и значимых для обучающихся и их родителей, а также для нас, педагогов. Так. Сейчас, секундочку. Ага. А вот и наш методический портал, который мы вам представляем. Он достаточно красочный и интересный. И, Дмитрий Валерьевич, можно мы перейдем, да, к нашему сайту, чтобы я познакомила классных руководителей, как они могут зайти на портал и воспользоваться тем материалом, который там представлен. Да, мы спускаемся ниже. Вот тут мы видим вкладочку «Календарь образовательных событий» справа, да.
Получается, мы входим сюда, на этот сайт по ссылке, и открывается портал. В шапочке представлен вот так, да, наполняются у нас все месяцы в соответствии с календарем образовательных событий федерального уровня. Здесь представлен материал о конкурсах. Например, сейчас, в настоящее время, можно подать заявку на всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. Здесь представлены документы, регламентирующие деятельность, связанную с воспитательной работой, с календарем образовательных событий. Так, и, в общем-то, можем... Сложно. Чуть-чуть. Можно вернуться, а то у меня мышка немножко скачет. Дмитрий Валерьевич, помогите мне, если не сложно. Ага. А, например, открываем октябрь. Можно текущий месяц октябрь открываем, да? И вы там видите вкладочки, то есть те события, которые представлены в календаре образовательных событий. Мы входим на любую вкладочку. Давайте зайдем, да? Вот. Сергей Есенин, как-то так, настолько родной и действительно великий поэт России. Вот тут представлена информация об этом образовательном событии. И ниже, да, у нас есть ссылочки, можно чуть ниже спуститься, да, ссылочки на статьи, которые будут интересны для использования, да, методические рекомендации, которые предлагает нам федеральная государственная автономная, можно выше немножко, ага, чуть-чуть еще, название образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Очень интересно расписаны те формы, которые вы можете использовать в своей работе при проведении классных часов, неурочной деятельности или школьных уроков, связанные именно с этим образовательным событием. Далее есть вот видеофайлы, где у нас читают стихи великого поэта, ведущие артисты. И эти видеофайлы вы можете использовать в работе на классных часах или в какой-то внеурочной деятельности, которую вы также включаете в план работы класса. Угу. Вот. Ну, то есть я думаю, что чтобы возникло желание у вас все-таки познакомиться с этим календарем уже сейчас, да, и вы после нашего методического объединения все-таки просмотрели его, изучили, и я все-таки надеюсь, что будут и вопросы, и будут и ответы, которые вы к нам, ответы на те вопросы, которые вы к нам обращаете. Мы обратили внимание уже на то, что задано в чате, и мы прокомментируем эту ситуацию чуть позже. Сейчас бы я хотела предоставить слово уважаемые классные руководители ректору Китайгородской Галине Владимировне. Галина Владимировна, прошу вас. Пожалуйста. Можно говорить, чтобы нас было видно, что мы стоим? Молодец, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать классных руководителей Республики Коми. Очень значимо, что мы с вами сегодня вновь встречаемся на заседании Республиканского методобъединения классных руководителей. И в завершении заседания я бы хотела поздравить Ванну Становну Попову. Ванна Становна, прошу вас подойти. Я надеюсь, уважаемые классные руководители, в течение долгого времени именно Ванна Становна действительно выстраивала систему формирования тех компетенций, которые необходимы современному классному руководителю. Время меняется, изменяются и личные стратегии развития. И Ванна Цветановна приняла решение, и в настоящее время она будет включаться в деятельность РМО уже как общественный наблюдатель, как представитель общественных организаций Республики Коми. Но у меня очень почетная миссия, уважаемые коллеги. Мы получили
почетную грамоту от Министерства просвещения Российской Федерации. Уважаемая Анна Цветановна, позвольте вам передать данную почетную грамоту. Наш институт выдвинул Анну Цветановну именно на данную грамоту за добросовестный труд на благо системы образования Республики Коми. Это, уважаемые коллеги, я поздравляю Анну Цветановну и вручаю ей почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации. Спасибо вам за спасибо. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Поэтому я думаю, что от вас тоже слова благодарности Анне Цветановне вы можете сейчас передать. И надеемся на то, что в дальнейшем мы в рамках различных онлайн-встреч мы будем продолжать вместе с вами работать. Спасибо, коллеги, спасибо, Анна Цветановна. Спасибо. Спасибо, уважаемая Галина Владимировна, коллеги. Я очень благодарна за то профессиональное общение, которое мы осуществляли в стенах нашего института. Институт для меня стал вторым, не знаю, даже, я бы сказала, родным домом. Потому что сюда приходишь, и вот на самом деле понимаешь, вот насколько много, насколько масштабно, насколько все вот это планов, как говорится, громадье, и насколько это все осуществляется именно в команде единомышленников. И только так, иначе невозможно. Спасибо. Поэтому, Галина Владимировна, я тоже небольшой презент хочу вручить. Это просто на память о том, что мы все-таки коллеги, мы люди, которые любят учительское сообщество. Наше дело, оно никогда не закончится, потому что мы вместе. Я очень рада тому, что вот сегодня состоялось это событие. Да, спасибо, уважаемые коллеги. Вот такой памятный подарок от Анны Цветановны. Поэтому мы благодарим вас за то, что вы содействовали в системе образования и формировали необходимые компетенции класса руководителей. Спасибо, Анна Цветановна. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. И, уважаемые коллеги, мы завершаем сегодня заседание Республиканского объединения. Мы очень надеемся, что та линейка профессиональных событий для класса руководителей сегодня встроена в вашу систему профессионального развития. Коллеги, до новых встреч, всего доброго. Желаем вам успешного продолжения профессионального развития именно в той системе, которая нам сегодня была представлена коллегами из РМО и, конечно, сотрудниками, ведущими сотрудниками Института развития образования. Спасибо, до новых встреч, коллеги. Спасибо. Спасибо огромное, Галина Владимировна. Спасибо, Анна Цветановна. Спасибо, Наталья Николаевна. Спасибо, коллеги. Завершаем.